Сельское хозяйство в Абхазии – это не только показатели в отчетах Минсельхоза, но и основа национального уклада. В этом уверены участники ежегодной студенческой конференции Сухумского открытого института. Актуальность темы в этом году продиктовало само время. 2026 в республике объявлен годом села, а на развитие отрасли выделены беспрецедентные средства. Это очередная наша конференция студенческая. Мы каждый год эту конференцию проводим со студентами. Но отличие в этом году этой настоящей конференции в том, что конференция приурочена к году села, который ввел наш президент. Сельское хозяйство, как вам известно, дорогие друзья, это не только экономика, это среда обитания значительной части нашего населения. Здесь формируются основы, нравственные основы, здесь формируется национальная психология, здесь историческая память и, в конце концов, наша Аксуара формируется именно здесь, в наших школах. Студенты в своих докладах сосредоточились на самом остром вопросе – как остановить отток молодежи в города. Аляс Шалашава и Амир Барциц в своих работах предлагают не просто латать дыры в инфраструктуре, а создать условия, при которых работать на земле станет престижно и выгодно. Оба уверены, что без государственного участия и новых рабочих мест молодежь в деревню не вернется. Сегодняшний мой доклад связан с перспективами и проблемами развития села Члов и на примере общего села, то есть наших сел, что можно было бы изменить, что можно было бы улучшить для того, чтобы удержать молодежь. Вначале надо создать инфраструктуру, найти работников, вакансии, чтобы люди могли уже начать работать. Естественно, государственное вмешательство тут необходимо будет. Я вот лично, если я за себя буду говорить, я живу в селе Лохна Рудоводского района. Ну, каждый год, как и подобается, я со своим отцом делаю все, кукурузу там, и так далее и тому подобное. Вот я также хочу, чтобы все остальные люди, вот наша молодежь, чтобы возвращались также вот в свои села, помогали своим отцам и развиваться. В профильном министерстве инициативу вуза поддерживают. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, за последние 5 лет бюджетное финансирование отрасли выросло в разы, и это уже дает свои плоды. Между ведомствами и сельхозпроизводителями на местах наладился прямой контакт. За 5 лет то, что выделяли бюджет Республики Абхазия, начиная от 100 миллионов и 150, и сегодня 500 миллионов, вернули нам в наших селах, нашим крестьянам надежды. У нас появились, то есть взаимодействие, то есть мы приобрели контакт с нашими селами, благодаря тому, что мы пришли, кому-то смогли помочь. Это очень дорого стоит, это уже говорит о том, что мы на пути развития, на пути того, что должно быть в наших селах. И еще раз хочу поблагодарить вас за приглашение, за то, что вы эту тему подняли. Я думаю, что в дальнейшем мы будем дискутировать, говорить и придем к тому, что примем какие-то решения, то, что повлияет на общую ситуацию и в селе, и в сельском хозяйстве. Особый статус конференции придал визит международной делегации. Ученые и эксперты из России, Казахстана и Ирана приехали в республику с конкретными предложениями. От внедрения органических удобрений до создания агрокооперативов нового типа. По их мнению, работа на местах должна быть экономически выгодной для каждого крестьянина. Мы для молодежи сделаем предложение, которое у них заложит мысль о дальнейшем улучшении и решении проблем сельского хозяйства. Это создание кооперации. То есть вот выступающий сказал, что в советское время было коллективное хозяйство, сейчас будет кооперирование на добровольческой основе с поддержкой государства, министра сельского хозяйства здесь. Это будет создание кооперации и в растениеводстве, и в садоводстве, и овощеводстве, и в животноводстве, и птицеводстве. А кооперация будет подразумевать центр с условием того, что будет присутствовать государство, и организовываться будут именно
производство и рабочие места по месту жительства хозяйств. Участники конференции сошлись в одном. Возрождение села для республики – это вопрос сохранения идентичности. Как отметил директор Центра стратегических исследований Олег Домения, городская среда для Абхазии – явление приобретенное, в то время как дух и культура народа всегда были неразрывно связаны с сельским образом жизни. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы.